С 1 сентября 2023 года преподавание финансовой грамотности стало обязательным для учеников 10-11 классов. Специальные элементы включены в такие предметы, как алгебра, информатика, обществознание. Компетенции по финансовой грамотности входят также в программы обучения по некоторым специальностям в колледжах, техникумах и вузах. Помимо основ финансовой грамотности и безопасности в сети, для молодежи актуальны и другие темы. Например, по данным Минэкономразвития России, половина малых компаний страны закрывается в первые 2 года, и повышение финансовой грамотности и развитие предпринимательских навыков может снизить эти риски и повысить выживаемость компаний. Радует то, что число молодых бизнесменов, которые не боятся делать первые шаги, растет. Так, в 2024 году количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет достигло почти 3 миллионов человек. Самой популярной нишей, выбранной для предпринимательства вчерашними школьниками в возрасте от 18 до 19 лет, оказалась онлайн-торговля. В республике Саха-Якутия производится масштабная работа по развитию финансовой грамотности среди старшеклассников. В условиях цифровой экономики и растущих финансовых рисков перед нами стоит задача заложить основу финансового благополучия будущих поколений. Ключевая цель инициативы – целенаправленное формирование финансово грамотной личности, способной уверенно ориентироваться в современном мире денег. Как это происходит, мы узнаем сегодня на примере Мархинской средней школы номер 32, где старшеклассники изучают финансовую грамотность очень интересным способом. И сегодня в передаче «Про деньги» говорим о финансовой грамотности для школьников. В условиях стремительного изменения экономической реальности формирование финансовой грамотности у подрастающего поколения становится одной из приоритетных задач системы образования. Некоторые школы города Якутска активно внедряют в учебный процесс инновационные методики и проекты, направленные на то, чтобы дать старшеклассникам не просто теоретические знания, а практические инструменты для управления личным бюджетом. О том, как это работает на практике, в нашем интервью с педагогом-новатором Маргаритой Викторовной Лузиной. Здравствуйте, Маргарита Викторовна. Здравствуйте. Да. И расскажите подробнее, пожалуйста, о вашем опыте преподавания финансовой грамотности. Ведь ваши уроки и мероприятия для старшеклассников давно вышли за рамки стандартной программы. Я с этим знакома как никто, да? И какова их главная сверхзадача, которую вы ставите перед собой? Так, мне очень приятно, побывать у вас на программе. И начала бы, наверное, свой рассказ с такого маленького предисловия, что в 2014 году, когда я пришла в эту школу, МОБУ СОЖ-32, не было на самом деле такого предмета, как основы экономики и предпринимательства. Его ввели, голова шла кругом, потому что я не знала, за что браться, что делать. И пришла такая хорошая идея, надо начинать с детьми писать бизнес-проекты. Мы начали участвовать в лучших бизнес-проектах с 2014 года, плодотворно занимались мыловарением, создали даже такого себе как бизнес-инкубатор. Дети тоже как раз выступали на конкурсе «Семейные инвестиции» и заработали первое место. Сварили прямо мыло у всех на глазах. Это было бы поощрительно. Но спустя 4 года, в 2018 году, Высшая школа экономики города Москва предлагает отучить учителей по финансовой грамотности. Конечно же, если ты здесь занимался предпринимательством, почему бы не изучить что-то новенькое. Я с большим удовольствием согласилась на эту учебу. Мы отучились. Получается, что те модули, по которым вы проходили обучение в Высшей школе экономики, они вам помогли в дальнейшем сформировать свой курс, или вы сделали свою какую-то программу, или, может быть, вы все переделали и пересмотрели под своих детей? Да, как раз думаю, что же я такого хотела примечательного вам рассказать, потому что так как я еще веду такой предмет, как обществознание,
В 7 классе обществознание – это как раз-таки экономика. Модуль полностью выложен. И мы знаем, что сейчас же все-таки финансовая грамотность на первом месте, онлайн-уроки наши на первом месте. Да? И я сделала календарно-тематическое планирование с использованием онлайн-уроков. Какой интерес был у детей? Нравилось им или нет? Нет, они, наверное, такие же были, как и я в то время, когда получила вот это образование в 2018 году. Куда, чего, зачем, почему. И дети тоже такие же. То есть они в облаках летающие и постоянно с такой мыслью, а зачем это нам надо? Хотя мы сейчас, наоборот, же упор ведем на это все же, да? О том, что сейчас финансовое мошенничество на первом месте у нас, надо как-то оградить себя, оградить близкого, окружающих. И говорим о том, что мама и папа тоже должны у вас быть очень финансово грамотными людьми. А какие форматы работы вы находите наиболее эффективными для достижения этих целей? Вот про экскурсии вы уже рассказали. А кроме экскурсий, какие еще форматы вы рассматривали для своих ребят? Значит, в один прекрасный момент, как любой педагог, смотрит что-то интересненькое, подбирает, и я наткнулась на такой сайт, как «Фабрика и дети». Посмотрела о том, что сама «Фабрика и дети» находится в Казани, но у Казани, да, франшиза этой «Фабрики и дети» в Новосибирске и в Хабаровске. Первое, что я для себя отметила, так как близлежащий город, это город Хабаровск, то нужно съездить туда, потом посмотреть, как у них это все проходит, и заглянуть, конечно же, в город Новосибирск. Это были какие-то специальные проекты? Это вот «Фабрика и дети». Расскажите об этом мероприятии подробнее. С чем там сталкиваются дети, что им нужно решить, какие задачи перед ними стоят? Так, ну, значит, в городе Хабаровске у них была поставлена задача, нужно было разработать мой первый бизнес-проект и, соответственно, его защитить по тому плану, который предоставлялся. Это предоставить актуальность, инновации, реальность ожидаемых результатов, учет риска и социальную значимость. Ну, они с этим заданием хорошо справились. А уже в Казани они уже погрузились в тематику как страхование, налоги и инвестиции. То есть более углубленные Да. такие вопросы финансовой грамотности. И нужно было в конце подытожить, именно составить для себя колесо баланса. По разным городам? Вот, или это были разные группы детей? Это были разные группы с 8 по 11 класс, но были такие дети, которые, вот, допустим, проездили все время со мной. Допустим, Все время, во всех поездках? Во всех поездках, вот, допустим, мы дадим потом, да, Да, слово. Мише слово мы дадим обязательно. Обязательно. Да, Это я его в школе так называю, ласково, мой ветеран путешествий, да, тот, который не пропустил ни одной поездки со мной. Это Хабаровск, это Казань, это Новосибирск, это Москва. Кроме того, что вы их обучаете финансовой грамотности, вы им предоставляете возможность участвовать в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, предпринимательских навыков, да? Вы еще даете им возможность развить себя как с культурной точки зрения, получается, ну, да, как экскурсовод. Ту потребность, которая нужна, вот, допустим, человеку, да, которому должны удовлетворять, вот, наверное, тоже. Получается, и тогда здесь, наверное, нужно сказать, что ваши поездки — это не просто поездки же. Это какой-то, это уже такая целая миссия например, это очень такой интересный и очень ответственный подход. Когда я рассказываю всем нашим коллегам, учителям, все очень удивляются и говорят, да не может быть, что вы так мало тратите денежных средств. Но на самом деле, да, вот, начиная с 2023 года, это вот все вот затраты, именно какая сумма здесь берется, да? Вот, к примеру, Питер-Москва, 26 056 рублей. Это
туда включаются билеты. Мы знаем о том, что дети у нас... Это на одного ребенка? На одного ребенка. Дети ездят у нас по субсидированным билетам. Я, как педагог, езжу по ДФО. И там же берут гостиницы. Вот, допустим, в Питере мы когда отдыхали, то мы брали апартаменты. Дети жили по 3 человека. А в Москве мы уже проживали в гостинице «Альфа», и там по 2 человека. Так, ну вот самая дорогая поездка, это вот была вот последняя. Почему? Потому что, во-первых, это конкурс международного уровня, и, соответственно, там берется определенная... Это вот осень 2025 года, да? Да, вот это Москва, 62 844 рубля. Это наши билеты. Спасибо большое, конечно, авиакомпании «Якутия», потому что они первые, которые пошли навстречу. И хоть не субсидировано, но по ДФО нам предоставили билеты. И плюс то, что конкурс, когда идет организация, там берется определенная сумма взносов. Вот. Ну и, конечно же, вот в 2026 году весной мы уже готовимся к следующей поездке. Это Москва-Волгоград. Ну, я смотрю, что суммы вообще, в принципе, очень такие... невысокие, да, и доступные для родителей, потому что, ну, я не знаю, наверное, каждый телезритель сейчас думал, что на такие поездки, как участие в каких-то бизнес-форумах, да, в бизнес-школах и так далее, они стоят очень дорого, но, как вы видите, что это, в принципе, недорого, и Маргарита Викторовна явно этому свидетель, и сама организатор. Поэтому давайте мы, наверное, пригласим в нашу студию ребят. Итак, буквально неделю назад вы вернулись из очень интересной поездки. Марк, я прошу вас рассказать подробнее об этой поездке, что это было за мероприятие и, самое главное, какое впечатление о этой поездке осталось у вас? Мы изначально планировали поехать во Владивосток, но там как-то не сложилось, потому что одни билеты сколько стоили? Да, очень дорого было, поэтому мы финансово не могли это осилить. Да, мы вот боролись, можно сказать, с этими ценами, но как-то не склеилось. Ну и сидим мы на уроке, у нас урок обществознания у моего класса. Я говорю Маргарите Викторовне, может, вот классно было бы в Москву слетать снова. Вы уже летали в Москву? Да, я был да. Весной как раз. Я говорю, классно было бы, например, МГУ посетить. Ну и Маргарита Викторовна взяла на заметку и договорилась, и вот как-то так и вышло. Бегали по Москве от точки до точки, собирая... Все достопримечательности. Да, достопримечательности собирали мы. Вы изучали достопримечательности и собирали, да? Это ваша задача была? Да. Там было, в общем, 13 достопримечательностей, которые мы должны были посетить. И мы все посетили, кстати, единственная команда, которая все 13 посетила. Это было одно из конкурсных заданий? До поездки самой. Мы вот думали, и как-то вообще тоже не клеилось вообще. Ну и Маргарита Викторовна предложила ФТП, это финансы, туризм, предпринимательство. И тоже как-то сложилось, что мы «Сияние» выбрали как основное для нашей команды название. Сияние, то есть, в смысле, северное сияние. Северное сияние, да, вот как раз мы специально сделали для себя. Для себя даже мерч разработали, получается. Да, это блокнотики, потому что у меня есть одна такая фишечка, что на каждую поездку мы готовим блокнот, ручка у нас должна быть, и вот, как вы видите, у Марка это значок. Да, сразу видно откуда. Да. И вот отличительный момент, да, был наш, когда мы приехали в город Москва, зашли в конференц-зал и увидели взгляды тех команд, которые наши, да, соперники из 9 городов, а там было 12 команд, и они так посмотрели, что мы так хорошо, статно выглядели, да? И подготовленные, да. А где-то у нас был белый верх, черный низ, да? Соответственно, мы уже шли со своими блокнотами, зная о том, что явно что-то подготовили, да? А подготовили нам как раз тоже ручки, и вот такие дневники нам подготовили. Это вот как раз такие атласы. Дневник предпринимателя, получается. Цель вообще вот этого конкурса заключалась в том, чтобы дать детям понять вообще, что такое предпринимательство. У нас были и встречи с предпринимателями, мы и в Сколково ездили, там тоже встречи с предпринимателями были.
И была бизнес-игра, очень, которая мне понравилась. Жаль, что она так быстро закончилась. А что за бизнес-игра? Что там было? Что именно? Был такой план с командой, то, что мы сразу побежали в банк, ну, соорудированный банк, Мгм. и взяли там кредит. Тем самым увеличили Да, свой увеличили, стартовый. увеличили стартовый капитал, мы уже были в отрыве. Мгм. Сначала у нас не клеилось вообще. Мы купили сразу всего крутого, сразу там, и у нас еще осталось. Оббежали всех клиентов, и никому это не понадобилось. Потому что там у всех разные запросы. Кто-то просил что-то более простое, кто-то наоборот, что-то вот большое. Мгм. Но никому не подходил, в общем, наш вариант. С горем пополам мы продали этот бизнес какому-то клиенту, и мы ушли в ноль. Мгм. Мы То есть взяли вы не ушли в минус? не в минус и не в плюс, мы в ноль ушли. Погасили кредит и взяли еще один. И у нас появилась новая стратегия. Мы сначала разговаривали с клиентом, что ему надо, Мгм. и шли покупать бизнес-идеи вот эти вот. И подходили к нему и продавали. Так мы понемногу оторвались, да, от других команд. Какое место вы заняли? Первое? Первое место. Больше Вы всего. победили, получается. Да, Мгм. полностью на всю Мгм. команду. И так как сейчас Марк присутствует, я захватила и вот уже сертификат, и детей, которые участвовали Мгм. с нами. Ну, отлично. Да, вот они. И какой опыт ты для себя извлек из этой поездки? Хочешь ли ты стать предпринимателем в будущем? Ну почему нет? В целом я понял для себя, что рисковать нужно. У нас была встреча с предпринимателем, с Иваном Федоренко, да, вроде? Мгм. С Иваном Федоренко. Он 3 раза прогорал, 3 раза был банкротом, но он добился все-таки своего и стал миллионером, да. Мгм. То есть здесь получается, что ну, риск же тоже должен быть оправданным, правильно? Да. И действительно, ну, не во вред себе, да? Ни своему физическому здоровью, ни тем более финансовому здоровью. И в этом вам помогает Маргарита Викторовна, которая обучает вас основам предпринимательской деятельности на своих уроках. В основные, вот что вам помогло в вашей команде победить? Сплоченность, командный дух и, наверное, вера. Мгм. Вера в себя. Мгм. Отлично. Спасибо большое, Марк. Сейчас в нашей студии Михаил, который является постоянным участником выездных мероприятий, которые проводит Маргарита Викторовна. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада видеть тебя в нашей студии. И мы с тобой знакомы уже не первый год, и поэтому я бы хотела узнать от тебя лично, какие у тебя впечатления от этих поездок? Ведь ты ни одну поездку не пропустил. Все верно. От этих поездок впечатления положительные. Мне всегда каждая поездка очень сильно нравилась. В каждой поездке я зарабатывал новые знания, командный дух также, работа с командой также. Постоянно ездили разные люди с разных классов. Всегда находили общий язык между собой. Всегда по-разному. Надо было подстраиваться, где-то уступать. Мне очень сильно нравилось. Тебя это дисциплинировало как-то? Ну, ты же, получается, погружался в другую совсем обстановку, в другую атмосферу. Тебе не было страшно? Первый раз, первую поездку в Хабаровск мне было страшно, так как это самостоятельность, родителей нет рядом, есть классный руководитель и много других ребят, которые чуть старше, чуть младше меня. Но все же я находил общий язык между собой, и как-то при поддержке Маргариты Викторовны я учился самостоятельно управлять деньгами, как-то где-то чуть-чуть экономить, где-то чуть-чуть больше тратить на нужду, ну, экономить. Мгм. И получается, что у тебя не было такого чувства, что «ай, я не буду ничего делать, зачем мне это обучение, какие-то экскурсии, я полежу в гостинице, посмотрю телевизор или там потрачу деньги туда, куда хочу». Было такое? Честно признай, пожалуйста. Было, да, один раз было в Хабаровске. Мы с ребятами с параллельного класса моего, мы ездили на самокатах. Нам один раз понравилось ездить на самокатах, и после этого мы тратили деньги на самокаты. Ну, было весело. Мы с Маргаритой Викторовной ходили по городу Хабаровску,
Маргарита Викторовна с нами не садилась на самокат, а мы с ребятами катались. Мгм. Ну, и если вам позволял бюджет, почему бы и нет, да? Главное, чтобы не навредить себе, потому Да. что самокат все-таки, ну, такое небезопасное средство для передвижения, если не умеешь кататься. А если ты хорошо умеешь кататься, соблюдаешь правила, никому не мешаешь, то это, в принципе, почему бы и нет, если ты это можешь делать спокойно. Вот, Миш, расскажи, пожалуйста, а вот как, вот ты уже в 11 классе, с Маргаритой Викторовной ты ездишь уже не первый год в поездки, да? Как тебе это помогло вообще в твоей учебе? Что для тебя дало вот, именно в твоей учебе, в ежедневном труде, вот именно на уроках, может быть, даже по предмету обществознания, может, по каким-то другим предметам ты стал учиться лучше? Вот расскажи свой опыт именно в этом плане. После поездок неоднократных я начал лучше контактировать с людьми, находить общий язык. Я начал уметь работать в команде. Мне нравилось в поездках то, что я могу жить самостоятельно. Ну, привыкание. Дальше, после 11 класса, мне также надо будет поступать. Я увидел и посмотрел, как живут другие люди в других городах. Мне это очень сильно запало в душу, и благодаря этому я начал хорошо учиться в школе, поддерживать оценки, ходить постоянно в школу. Ты не пропускаешь уроки? Нет, не пропускаю. Не ищешь причин, чтобы не Нет, пойти в школу? Нет, всегда, даже Это когда молодец. чуть-чуть кашляю, я все равно хожу в школу. Потому что увидел, как можно жить, как нужно жить. И благодаря этому я начал хорошо учиться. Мгм. Отлично, Миша. Спасибо тебе большое за твой рассказ. Я уверена, что после 11 класса ты поступишь именно туда, куда ты хочешь. И благодаря, да не наверное, а благодаря Маргарите Викторовне у тебя все получится, потому что она в тебя вложила столько знаний, да, и столько опыта она тебе передала, и столько навыков тебе взрастила, что это, в принципе, будет для тебя очень хорошим уроком, который тебе пригодится в будущем, в твоей взрослой жизни. Маргарита Викторовна, какие информационные ресурсы вы используете в своей работе? Вы знаете, сейчас вот как раз выступал Миша, да, но я понимаю, что дети тоже это хотели бы много всего рассказать, но он упустил один момент, который я хотела бы озвучить, что каждый ребенок, который был в любой поездке, там, с путешествием связанным, да, или вот с бизнес-школой, шли устраиваться на работу, ну, конечно, в летний период, да, и уже зарабатывали денежные средства на следующую поездку самостоятельно. Ну, то есть они не просили родителей, да, а уже сами планировали составляли свой финансовый план. Да, и вот как раз последняя поездка, которая вот неделю назад состоялась, у меня есть такая девочка, Анастасия, которая полностью заработала заработала полностью все денежные средства на вот эту всю поездку свою. Ну, конечно же, может быть, родители ей дали карманные деньги, да, а так вот, оплатив билеты, гостиницу, она самостоятельно это сделала. И Миша в том числе. Он у меня труженик. Начинал, конечно, он с шиномонтажа, да, обыкновенного. Крутил колеса, потом он дошел уже до кофейни. Ну и, соответственно, сейчас, я как поняла, ему больше нравится логистика, управленческое что-то. Конечно, связать-то он свою судьбу решил с МЧС, но одно, мне кажется, другому не мешает. Поэтому прямо радостно мне слышать, когда дети идут зарабатывать денежные средства, не затрагивая своих собственных родителей. Ну и перед ними стоит ведь они ставят, точнее, перед собой конкретную цель. То есть они ставят цель заработать на следующую поездку, чтобы провести нормально каникулы, я так понимаю. Вы же в каникулярное время в основном Да, у нас ездите? чаще всего происходит это в каникулы, но бывает такой маленько сдвиг. Это когда, допустим, билеты мы не подберем в каникулярное время, все-таки у нас есть еще, наверное, команды, которые выезжают, да, по другим городам. Тогда у нас, благодаря нашему директору, который идет на уступки и отпускает нас, Лидия Николаевна, там задержка на день, на два, там, ну, на 3 самое большое было. Или вот как раз с этой предпринимательской экспедиции «Город Москва», да, эту экспедицию на самом деле мне нашла наш руководитель МО Алина Григорьевна Власюк, которая является, да, у нас в школе. Методист она? Она методист, да, и как раз руководитель МО.
Она подписана уже много-много лет на «Атлас коммуникации». И невзначай просто скинула мне ссылку. Посмотри, а может, вдруг тебя заинтересует. Тем более ты у нас такая путешественница, как меня называют, да, в школе. Я говорю, ну хорошо. Вот я как раз зашла, посмотрела, все меня это полностью устроило. С законными представителями мы обсудили. И начали оформлять, да, эту поездку. Здесь, когда рассказывали дети, они, конечно, не поделились тем, что они получили очень хорошие подарки за это первое место. Да? У каждого умная колонка, у каждого это... Ой, хотела бы... У каждого подаренный сертификат на 5000. И здесь предоставляется возможность участвовать в других экспедициях. Помимо того, что вот мы, допустим, были в город Москва, здесь предоставляется экспедиция на Байкал, на Кольский и в Калининград. Мы с удовольствием, конечно же, та команда, которая приехала, подарим эти сертификаты. Это все-таки за 7 человек 35 тысяч. Да? Большой будет бонус той команде, которая выступит, вот, допустим, на близ. Да? Это Ближайшая дата — это март, да? Да, март, это 23 по 28 марта 2026 года. На экране ваших телевизоров мы разместили QR-код со ссылкой на аккаунт школы номер 32 города Якутска. Вы можете туда зайти и отправить сообщение в школу о том, чтобы вам передали контакты Маргариты Викторовны, и она с удовольствием передаст вам эти сертификаты. Дали вашим коллегам и нашим зрителям. Вот, ну, если подводя итог всего того, о чем мы с вами сегодня поговорили. Чтобы, наверное, детей заинтересовать в эту финансовую грамотность, в туризм, в предпринимательство, да, конечно же, надо самому учиться и учить детей. И что мне всегда нравится, я прямо всегда на несколько раз перечитываю, да, эти слова. Можно я зачитаю, да? Конечно. Нажить много денег, храбрость, сохранить их, мудрость, а умело расходовать искусство. Это слова Бертольда Авербаха, которые мне нравятся и которые я, вот, допустим, всегда поддерживаю, что суть нашего, допустим, времени, так как современные дети являются активными, да, потребителями, и все больше привлекательный человек, который сможет, это взрослый человек, опытный человек, который пройдет по этим всем ошибкам, да, ну и, конечно же, научит детей. Спасибо вам большое за ваш опыт. Спасибо вам большое за то, что вы нашли все смелость, пришли и рассказали о таких интересных проектах, которые вы реализовываете вместе с вашими ребятами. И я уверена, что это не последнее наше с вами интервью в нашей передаче про деньги. Спасибо большое.